Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто скоро объявится? Вот кого не ждете, а он возьмет да и объявится. Давайте посмотрим. Загадайте на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. И загадайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте слишком короткие, но и не загадывайте слишком долгие. Что-то средненькое возьмите. Ну что, давайте смотреть. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого. Так. Это мужчина, который вас в прошлом очень сильно разочаровал. Разочаровал настолько сильно, что вы до сих пор на него злитесь. До сих пор вот как-то, знаете, прям воротит вас от него. Такое разочарование всей вашей жизни. Вот такой мужчина объявится. Вы давно не виделись. Очень давно не виделись. И, как по-вашему, еще столько бы не видеться, а может и дольше. Вот меньше всего на свете хотите его видеть. Здесь даже не злость. Здесь именно разочарование идет. Да? Может, мужчина повел себя как абьюзер, либо как трус, либо как, не знаю, предатель. Может, в принципе, как какой-то тюфяк повел себя. Может, это сыночка-корзиночка, да, либо мамина черешенка. Ну, вы разочарованы, очень разочарованы. Вспоминайте, кто вас сильнее всего на свете разочаровал. Это он. Это он, но, девочки, он же так красиво появится, он же готовится к появлению. Тут прямо, смотрите, павлин какой-то у нас показан. Шик, блеск, красота при параде, с помпой, с оркестром, блестки, перья, бусинки, да, все при нем. Красавчик. Он появится для того, чтобы показать вам, вот смотри, какой я успешный. Да я же этот, что, царь горы, хозяин жизни, император вселенной, да. Да меня все уважают, да, там со мной все считаются, без меня никто там шагу шагнуть не может. Там прям будет такое вам рассказывать. Бахвальство идет, да, такой прям хвастун мужчина. А ему важно на вас произвести впечатление. Очень важно. Хочется вот эту пыль в глаза пустить, да. Очень-очень сильно важно. Вот начало вашего общения и конец — это как две разные истории. Потому что мужчина красиво появится, да, при параде красиво, с помпой, но все закончится какими-то слезами и соплями. Но его, да, это он уже там расплачется, расчувствуется, и даже какие-то откровения от него будут. Может, выпьет, да, расслабится, а может быть, просто поймет, что вы его раскусили, да, раскусили весь его этот карнавальный момент, да, карнавальный костюмчик его раскусили, увидели, и он расплачется, будет пытаться вызвать вашу жалость. Он знает, что вы женщина с добрым сердцем, он это помнит, он на это очень сильно надеется на самом деле. И тут, когда два козыря, с одной стороны, смотри, какой я успешный, а с другой стороны, я ведь и расплакаться могу, я такой несчастный, да, пожалей меня, я вот сирота казанская. В общем, будет тут, конечно, весело, очень весело. Для вас это прям такой день неожиданный. А вы еще будете думать, да как так, вот меня угораздило встретиться с ним, да что происходит, что за моменты, что кармы, да, за что такое наказание, почему именно он. Какие-то такие мысли у вас интересные в голове. Так, давно не виделись. Мужчина разочарования. Смотрите, если ваши отношения в прошлом не состоялись, потому что, ну вот сыночка-корзиночка, что вот он такой мамочкин сынок, да, то, скорее всего, мамочки уже нет, отправилась к праотцам. И сыночка-корзиночка остался один. А жизнь сиротой, она тяжелая, да.
И вот он вспомнил, что вы лучшее, что было с ним в этой жизни, и вот решил как последний шанс на счастье, да, испытать. Если мужчина был не свободен в тот момент, когда у вас там что-то с ним вспыхнуло, да, в прошлом, то, скорее всего, жена его послала, да, на небо за звездочкой, ну, либо сменила на более достойного мужчину. Вот. Это не потому, что он такой смелый, дерзкий, это потому, что деваться некуда. Вот как-то так мне идет. Просто деваться некуда. Слушайте, девочки, не обманитесь. То, что он придет пыль в глаза опускать, конечно, вы на такое не клюете. А вот то, что он начнет вас жалобить, вот тут ваше сердце может дрогнуть. Да, вы женщина умная, но вы настолько эмоциональная, вы настолько чувствительная, у вас сердце очень милосердное, да, вы можете дрогнуть, но ни в коем случае, потому что мужчина, он будет преувеличивать, не настолько ему плохо, не настолько все прям у него там пропало, и вообще во всех своих проблемах он виноват сам. Хотите себе повесить ярмо на шею, ну тогда, пожалуйста, милости просим, как говорится, да, welcome to hell. Если все-таки вы сможете выстоять, да, пошлете этого мужчину подальше, этот мужчина, он точно не пропадет. Да? Это еще тот, знаете, актер-артист. Приспособится, да. Я вот не могу понять, что ему нужно. Я карты возьму, я не понимаю. Задумал такое, что и сам не понимает, зачем ему все это нужно. У него в голове тут 1000 дорог, 1000 идей, 1000 желаний. А что конкретно, я не могу понять. Да, вы для него женщина номер 1, да, желанная, красивая, понятно. Женщина, с которой вот прям было идеально, да, он понимал, что вы там можете и любить, как у царя за пазухой можно жить, заботиться будете. Ну, а какая цель конкретная, я не вижу. Что, почему идет, зачем идет, давайте посмотрим. Что скрывает? Ну, за шансом идет, понятное дело. Может, какие-то документы ему нужны, не знаю, там прописка, например, жить негде. Может быть, кстати, знания могут быть нужны. Но, смотрите, ему на время где-то надо побыть. На время цветочку нужно солнце, а вы его солнце, вы его можете согреть. А еще вы женщина сильная, можете защитить. Дом, все-таки дом. Ох, ну это прям верх коварства, это вообще преступно, как по мне, когда мужчины женщинами пользуются. Отвратительно, отвратительный мужик. Девочки, ему нужно где-то вот время скоротать, да, время, прописка нужна, где-то нужно вот поселиться на время. Нужна защита, нужна помощь. В общем, где-то вот отсидеться, залезать в свои раны, встать на ноги и дальше пойти. Вот для этого идет. Он же знает, что вы умная, он же понимает, что вы рано или поздно его раскусите, да, поэтому он каких-то прям глобальных планов там на всю жизнь, до конца дней он не строит. Он понимает, что да, я могу ее обманывать там ровно 2 недели, да, либо я могу ее там немножко за нос поводить там, но не больше месяца. Он это понимает, он отдает себе в этом отчет. Но вот это его лицемерие, оно просто даже во мне вызывает прилив гнева. Я думаю, Господи, как так, да? Ну, как ты можешь быть таким? Зачем ты такой? Ты же мужчина. Ну, отвратительный человек. Слушайте, не дайте себя обмануть. Особенно вот не верьте его слезам. Он будет вам рассказывать максимально слезливые истории, максимально грустные истории, что там инвалид, ножка болит, куча проблем, там болею, страдаю, жить мне осталось ровно 3 дня и 2 минуты. Понимаете, будет такое рассказывать, а вы женщина чувствительная, вы можете действительно поддаться на эти провокации, вы можете поверить в эту ложь. Ну, потому что вы честный человек, вам в голову не придет такое на себя наговаривать, да, что человек в принципе может такое на себя наговаривать. А этот, видите, ради своих каких-то временных поблажек готов на все пойти, да, вот что угодно готов сказать, и даже готов сказать, что он болеет какой-то неизлечимой болезнью. Вот, а вы не верьте. Как услышите что-то подобное, это значит, вот вам этот звонок такой, да, сирена, я бы даже сказала, что нужно встать, развернуться и уйти. А лучше не уйти, а убежать. Вот.
Ну, можно и послать, конечно, мужчину, но он такой провокатор, он будет за вас цепляться, он будет плакать, он будет слюни пускать. Ну, фу, нет, отвратительно. Так, давайте еще с вами посмотрим, может ли этот мужчина поменяться. Ну, на всякий случай, мало ли, да. Может, он с вами побудет, от вас хорошее переймет и поменяется. Может ли он, в принципе, поменяться? Так, может ли он поменяться? Ну, сомнительно, конечно, что он может поменяться. Тут много работать надо. Тут нужно прям себя разобрать и снова по косточкам собрать. Нет, нет, не стоит даже голову себе морочить, потому что у вас другой человек идет. По судьбе даже другой человек идет. Не он, 100% не он. И этот точно вниз потянет. Еще и проблемы вам создаст. Другой человек вам идет по судьбе. Так что даже если захочется спасти, помочь, лучше не надо. Не пачкайте руки. Вот. Иначе потом еще хуже себя будете чувствовать, когда обман раскроется. А вы, женщина умная, вы точно обман раскроете. Да, вот, объявится прошлый, бывший, кто? Человек из прошлого, назовем его так. Самый вот такой вот разочарование в вашей жизни, да, который вызвал, да, самое большое разочарование. Так, но он не единственный, кто объявится, потому что я вижу еще одного человека. С этим человеком у вас что-то было, но оно как бы и не оформлено, и не закончилось, и не продолжается. Ну, допустим, вы могли где-то находиться там в общей компании с этим человеком, да, в одной компании могли находиться, вы могли познакомиться, он за вами начал ухаживать, а потом этот мужчина исчез, да, либо вы там обменялись телефонами, могли там немножко пообщаться, попереписываться, а потом он бесследно, просто без объяснения, либо с каким-то очень кратким объяснением, что типа мне надо уехать, уехал и не вернулся. У кого-то может отыграться, что у вас, например, с мужчиной был какой-то там курортный роман, да, там на даче были, а он сосед по даче. Может быть, где-то вы на отдыхе были, да, познакомились с мужчиной, отдых закончился, люди разъехались, и все, как бы, и тишина. У кого-то могла быть переписка в интернете. Да, вы могли в интернете познакомиться, начали общаться, мужчина вроде проявлял активность, а потом тоже, вот знаете, как-то ушел, исчез, может, даже и номер свой заблокировал, ну, либо удалил аккаунт, такое может быть. То есть непонятно, да, непонятно, что это было, куда он делся и вообще чего хотел на самом деле. Вот такой мужчина может объявиться. Но тут, знаете, как показано, во-первых, он с правой стороны, то есть он заходит с чем-то серьезным, и надолго он заходит. И еще я вижу, что этот мужчина начнет с того, что он принесет вам как извинения, да, он извинится за свое поведение, и он вам все объяснит. Мало того, что он объяснит, он даже вам какие-то вот кому-то из вас, да, покажет доказательства, что, понимаешь, это не я так решил, а вот, например, у меня украли телефон, да, а телефон твой я на память не помню, он у меня был там как в памяти, в журнале записан. Телефон украли, там симку не смог восстановить, либо там еще какие-то проблемы там технические. Но я тебя искал, да, я тебя искал, я тебя нашел. Если это курортный роман, ну, может быть, он неправильно ваш адрес записал, может, там в чем-то ошибся, где-то ошибся. Может быть, у человека были проблемы с законом, понимаете? В наших реалиях что угодно может случиться, да не только в наших, да, в любых реалиях может случиться что угодно. То есть что-то было серьезное, там как конкретная серьезная причина. Не по своей воле, да, но по воле судьбы, либо по какому-то злому року, да, вот с ним такое приключилось. Вот, он вам все объяснит. И он вам скажет, вот как он это видит. Он скажет: да, конечно, имеешь право на меня обижаться, ты можешь мне не верить, но вот он я, вот она моя правда. И я бы хотел продолжить наше общение, продолжить наше, ну, как, знакомство, да. Вот. А вы уже будете решать, хотите вы или нет. На самом деле я вижу, что с правой стороны мужчина вам нравился, да, и вы считали его таким, ну, серьезным, перспективным, таким нормальным, адекватным считали.
Вот. Но то, что он так бесследно исчез, конечно, подорвало ваше доверие к нему. И, возможно, вы сами себе сказали, что ну, этого мужчину я вычеркиваю, да, из памяти, из сознания, из сердца. Но когда он появится, вот я вижу, что сердце ваше дрогнет, да, потому что у мужчины честные глаза, потому что мужчина ни разу не дал вам повода сомневаться в себе. И в нем что-то есть такое, чего нет в других мужчинах, да, с кем вы были знакомы на протяжении жизни. Что-то, что вот реально подкупает. Давайте посмотрим на этого мужчину. Что карта расскажет. Он кливер все время выходит. О, вот это да. Так, ну-ка, ну-ка. А вы знаете, за этого мужчину вы точно можете выйти замуж. Вот точно можете. Вот если захотите, если согласитесь даже, да, вы можете выйти замуж. У мужчины тоже, да, серьезные намерения. Мужчина не заинтересован в каких-то мутных отношениях. Мужчина не заинтересован в каком-то там, ну, легком, страстном романе. Нет, ему это не интересно. Ему интересны серьезные отношения. Ему жена нужна, понимаете? Ему стабильность жизни нужна. А вы как бы единственная женщина, ну вот за последнее как время для него в его жизни, да, с кем ему захотелось создать семью, с кем ему захотелось серьезных брачных отношений. Возможно, мужчина вам на первом свидании об этом не скажет, да? Но намерения просто замечательные. Сам по себе человек, он сильный, стабильный, но какое-то вот темное прошлое, да? У него за спиной тучи. Давайте посмотрим, что это за темное прошлое. Что у него там в тучах? Тучи, что за темное прошлое? Да что ж такое, все время клевер выходит, да? Одни и те же карты выходят. Ну, скорее всего, развод был у кого-то, да, развод. А у кого-то, возможно, могли быть проблемы в семье. Кто-то болел, кто-то, не знаю, там разводился. У кого-то, ну, с законом могли быть проблемы. Также, возможно, мужчину заставляли на ком-то жениться. То есть бывают такие семьи, до сих пор бывают, когда выбирают сыну невесту, да, либо там девушки выбирают жениха, мужа выбирают. Может быть, и это было, но что-то было, о чем он не хочет вспоминать и о чем он хочет поскорее позабыть. Да, он вам расскажет, но расскажет со временем, когда начнет вам полностью доверять, либо когда отпустит эту ситуацию, когда она ему самому болеть уже не будет, когда он сможет посмотреть на эту ситуацию со стороны. Вот и все. Да, может, какой-то там супер болезненный развод он пережил. Прям такой болезненный, что там состарился, да, в моменте. Может, еще что-то. Может, там родители, да, болели, либо какие-то семейные проблемы были. Ну, в принципе, вы разные, у каждого по-своему отыграется. Он вам все расскажет, он вам все объяснит. А у кого-то вот точно вижу, что он будет предъявлять доказательства, да. Это может быть выписка обращения в полицию, что у него там украли там, телефон, либо ноутбук украли. У кого-то может быть и документы о разводе, у кого-то могут быть эти справки там из больницы, не знаю, какие-то там еще документы. Ну вот, ну серьезно, да, серьезно мужчина подойдет к вопросу. Давайте посмотрим, стоит ли вам ему верить, стоит ли вам ему верить. Ну, собака тут уже сразу, без сомнений, конечно же, да. Верность, преданность. Собака, она, ну, не обманет, да, нет такого, чтобы собаки обманывали людей. Бесхитростные животные, да, бесхитростные. Мы не говорим о моментах выживания, когда там собачка может со стола колбаску потянуть, ну, потому что вкусно пахнет, да, хочется. А вот так, что прям специально хитрить, врать, нет, этого нет. Он вам правду скажет, он будет честен с вами. Ну, вы сами это сердцем почувствуете, что тут уж говорить, да, вы тоже женщина чувствительная, и не первый год на свете живете, вы разбираетесь в людях. Да, с этим мужчиной, ну вот не зря его показали с правой стороны. Вообще я вижу вас в объятиях, да.
Возможно, он расскажет эту свою грустную историю, вы ему поверите, вот прям захочется его обнять. И это не будут объятия прям страсти, что вы такая, горю, там, хочу. А именно объятия, вот, чтобы его поддержать, да, чтобы его пожалеть, чтобы его успокоить. Ну, прям захочется, да, вот обнимаетесь. Но обнимайтесь, опять же, не страстно, но вот как друг друга поддерживая. По крайней мере, с вашей стороны точно поддержка идет. И тут же следующий фрагмент, видите, вы танцуете. Вы в таком красивом, сногсшибательном платье, а мужчина прям настоящий кавалер, джентльмен. Он вас в танцы ведет. Очень красиво показано, да? Жемчужина в раковине. Ну, это, девочки, ваш шанс. Да, шанс. Кстати, это не только ваш шанс, но и шанс для мужчины. То есть вы друг другу подходите. Вот реально подходите. И, возможно, вы это тоже почувствуете. И мужчина это чувствует. Вот. Не упустите свой шанс. Там клевер все время выходил у вас. Не упустите шанс. По крайней мере, попробуйте. Вот с первым мужчиной 100% нет. Это отвратительно. А вот второй мужчина наоборот. Он такой вот замечательный, добрый, открытый и во многом похож на вас. И человек по собаке проявляется, ну, это уже замечательно, да, это уже говорит о нем как о замечательном человеке, надежном человеке, верном и преданном, который и не обманет, и будет, наоборот, вот на вашей стороне и будет вас защищать. Так что ждите, сразу два товарища появляются и желают вашего внимания, желают находиться в вашей жизни. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.